Знаешь, у нас есть разные виды акул. Она сказала, когда ночью будут звать люди, смотрят, так, не торопись выходить. Санников с Новой Сибири видел на севере землю с высокими горами. И дважды туда пытался пробиться. Яков Санников, да, по которому песни есть, там, фильмы снимаются и так далее. Мог видеть только остров Бенета, смысл высокий вот на Новосибири. Там только один остров. И у меня, конечно, есть предложение как-то добиться того, чтобы острову дать справедливое название земля Санникова. Для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия. В моем понимании справедливо было вернуть ему такое название — остров земля Санникова. Он первый его написал, до этого он открыл остров Стомбовой и остров Фадеевский. То есть был опытный человек. Дважды пытался пройти до этой земли. Нового года, да? Год скоро завершается, все хорошее настроение, да? Как бы вы сегодня у нас в Академии наук, конечно, событие очень хорошее сегодня, и надо отметить, что 100 лет назад была первая научная экспедиция Академии наук СССР. Конечно, это самое нужное дело, да? И катамаран его мы здесь на реке исследовали. Арктика освоена давно, а развитие пространственно Арктики, где наши якутские технологии, якутские знания о холоде пригодятся, не только пригодятся, а будут флагом, знаменем, а Якут снова будет флагпостом. И вот его пионер сегодня нам посвятит нас его путешествие, его якутскую юрту, Саха Турорбах дейтин, да? А нам слово герою нашему, давайте, пожалуйста, Николаю Александровичу. Вот удалось переварить то, что мы натворили, и издать ее в виде книги. Можно видеоролик? Я мечтал там поработать. А толчком послужило то, что вот в интернете случайно прочитал, что американские сенаторы рассуждают о принадлежности острова Врангеля и архипелага Дилонга, куда входит Бенетта. И это послужило нам толчком, и ребята с Российского союза спасателей, мы вот посоветовались и решили дать заявку в Русское географическое общество. А год был очень сложный, вот 20-й год, начало пандемии, и с РГО не было ответа. И только в конце мая пришло подтверждение, что утверждает наш проект, а у нас оставалось около 2 месяцев на подготовку. А Арктика, она все-таки не терпит такого простого отношения, и нам пришлось думать, даже хотели перенести на следующий год, чтобы не рисковать. И вот этот стимул, да, у нас из-за того, что кто-то претендует на земли Якутии, на нас очень сильно подействовал. И так как из-за пандемии не было судов, которые могут там работать, мы решили пойти на самодельных надувных катамаранах. И у нас это получилось в 2020 году. Из-за нашей, скажем, неопытности никто из нас в море не ходил.
до этого, а предстояло там месяцами быть среди этих штормов. И мы заявку написали в погранслужбу, что 2 раза будем переходить границу. А когда приехали в Тикси, оказалось, что мы будем пересекать 8 раз государственную границу. И начались очень сложные у нас согласования. Погранслужба у нас находится на Камчатке, и они запрос делали, в какой судоверфи сделано судно. Это мы делаем на даче. Запрос шел в Мурманск, пока одни проснутся, другие засыпают. И следующий вопрос, в каком морском порту прописано у нас на лодочной станции 202 квартале, 203. То есть, пока переписка такая была, мы упустили время в 2020 году. И когда подошли на Большой Ляховский, уже начались очень сильные шторма в тот год. И поэтому в 2020 году мы, проверили и себя, и свои суда, снаряжение, вернулись обратно. В 2021 году нам не удалось пойти, потому что в Якутии были масштабные пожары. И из-за этого перенесли на 22 год. И в 22 году мы уже завершили. Вот представляете, вот так болтало там сутками, земли не видно. И такое могли выдержать, конечно, вот команда, которая имеет опыт выживания в экстремальных ситуациях. Это вот мои друзья, вот спасатели. Я на них мог надеяться. И нам помогли вот капитан катамарана, который ходил здесь в Якутии, Нергун Павлов. И к нам каким-то образом вот присоединился Иркин Игорь Ермаков. Можно сказать, в последний момент, но он очень, пришелся ко двору. Вот мы подходим к острову Венета. Это почти 1000 километров северо-восточнее Тикси. И остров поразил нас вот своей водой, она изумрудная такая вода, бирюзовая. И остров сам как будто в Таиланде находишься, а не в зоне арктической пустыни. Мы думали, что там будут скалы и лед, а получились вот такие очень таинственные острова, скалы. У нас всегда было ощущение, что там сейчас выскочат там эти первобытные племена и там плен возьмут кого-нибудь. Потому что в тумане так. И мы понимали, что люди очень редко бывают, добираются сюда, труднодоступный остров, и мы максимально готовились, была научная программа, специально спасатели учились, как собирать там гидробиологические пробы, гербарий. И тогда вначале смеялись, ботаник, например, потом зауважали труд ботаника, когда в сырости там надо сушить вот эти свои сборы и так далее. Там построили мы из того материала, который привезли с собой, якутский балаган в пику тому, что арктической доктрине США, которой говорится, что неосвоенные острова в Арктике являются ничейными. А у нас стоит дом, застолбили, серьги поставили. И там медведи, видимо, льда нету, поэтому очень голодные, злые. Они человека не боятся, поэтому для будущих исследований там домик нужен. И мы старались заложить основу для системных научных исследований этого острова. И по традиции, мы, отдавая дань первопроходцам России в Арктике, здесь осветили крест и установили его по всем правилам там. И, конечно, я восхищаюсь своей командой, ребятами, которые наш такой меркантильный век, скажем, когда все думают о кредитах, ипотеке и так далее, еще
Ипполит в фильме вот «Ирония судьбы» говорил, что времена такие, что нет мужчин, которые могут полезть в окно к любимой женщине. А эти ребята могут. Экспедиции не должны быть просто спортсменскими. Они должны приносить знания людям. И мы в соответствии с этим, конечно, готовились. У нас ученых в команде не было, спасателей в основном, но их обучали наши ведущие специалисты. Так, как у нас? Александр Колчак в поисках потерявшейся экспедиции барона Эдуарда Толли. Но он шел по льду. Мы в августе 22 года проделали этот путь на надувных судах. Понимаете, насколько изменился климат? Вот те, кто в деревне вот рос, знаете, да, вот бочку льда, чтобы растопить, сколько надо тепла. А там ориентировочно посчитать десятки миллиардов бочек растопилось. У нас климатические изменения колоссальные идут, очень сильно парило. И тепло стало. Мы в открытом океане все застегнутые были, а подошли в туман этот, и все стали расстегивать. Следующий слайд. И вот я нашел воспоминания вице-адмирала Мельвиля, который вот в первый день, он 1,5 года на дрейфующих льдах провел и ужаснулся тому, что случилось на Венеции. Там земля дрожала и так далее. Вот человек напугался, 1,5 года в дрейфующих льдах не боялся, а здесь такой был. И следующий слайд. И последние вот спутниковые снимки показывают, что с окрестности Венеты выходят огромные шлейфы до 1000 километров. Для сравнения, вот когда извергался Шевелуч, вулкан, у него шлейф дыма составил 250 километров. Но до сих пор вот эти исследования сейсмики там не проводятся, экологические. Очень интересно было то, что животные вообще не боятся. Мы как в сказке были. Они людей не боятся. И очень интересно проводить такие исследования. Следующий слайд. И вот, когда мы готовились к экспедиции, я статьи искал по рыбам. Море Лаптевых, там, Восточно-Сибирск, там было написано, что рыбы там нету. Но ее нету, потому что там всегда был лед и не проводились исследования. Мы постоянно видели на эхолоте косяки рыб. Даже выключали эхолот, потому что он пищит, когда рыбу видит. А так как наша жизнь зависела от мотора, он пищит, когда перегревается. Мы нервничали очень. Поэтому мы потом вообще этот эхолот отключили. Но обратите внимание, да, там красная рыба в достаточно большом количестве, потому что сети у нас были мелкие, и рыбу могли поймать только когда она как халат завернется. То есть ее достаточно было много, чтобы так заворачиваться. И интересно то, что в якутские реки красная рыба на нерест не заходит. Ну, по крайней мере, массово. Откуда эта популяция там? Мы видели очень много. И на Венето имеются огромные птичьи базары, которые питаются рыбой. Якутия – это морская держава. На самом деле у нас морское побережье больше, чем во Франции. Следующий слайд. Да? Вот, например, мы удивляемся огромным медузам, которые. И немногие знают, что у нас есть разные виды акул в Якутии. И сейчас я сделаю такой розыгрыш, да? Вот это камень с острова Венето. Я его отдам тому, кто правильно ответит на вопрос. Сколько видов китов обитает в водах Якутии, в морях Якутии? 5. 7. Какие виды?
Ну и у нас, конечно, помимо чисто научных, да, исследований были прикладные, и поэтому мы использовали коротковолновые радиостанции. По приезду они получили вообще распространение, очень много оленеводов, охотников ими пользуются. Следующий слайд. Ну и, конечно, вот когда я готовил книгу, перелистал очень много литературы, познакомился с очень интересными людьми, с интересной информацией. Оказывается, вот президент США специальную шпагу подарил губернатору Черняеву, губернатору Якутска. Но пока шпага шла сюда, Черняев скончался, и шпагу вручили императору России. И сейчас она находится в запасниках Эрмитажа. У республики есть договор с Эрмитажем, и можно было бы, временно, может быть, выставить его в сокровищнице Якутии, дарственно, специально сделанное для этого события. Хобби находит старые книги, и он одно время жил в Северной Америке и переводил американские исследовательские работы 18-19, начала 20 века, и свободно на своем сайте выкладывает. Скоро у нас будет 400 лет присоединения там, Дальнего Востока, скажем. И здесь можно сотни книг найти очень интересных. Вот я слово сказал. Афанасий Семенов здесь находится, Владимир, он руководил рабочей группой на первом этапе. Конечно, и так у него нагрузки много было, он не побоялся взять ответственность за нас. И прошло очень успешно, мы были довольны, потому что он, как член РГО, сам организует экспедиции, нас очень хорошо понимал. Прошедших определенный путь. Микрофон не работает. Прошедших определенный путь и оставивших в истории свой след. Я действительно думал, Николай Александрович про это скажет. Но, видать, я много работ Николая Александровича читал, как он работает, за ним следил, в Северном форуме как работал. И всегда удивлялся его прогрессивным и смелым взглядом. Но когда он пришел, говорит, вот на остров Бенеттон уже ехать, и главное, у него один из аргументов был, что если мы туда не поедем, там американцы приедут. Поэтому давай, Афанасий, решайся, тоже, говорит, в историю войдешь. Вопрос, а кто будет управлять, кто капитаном будет? Он сказал, наши МЧСники. Я говорю, так их же никто мореходству, там, лоцманству и так далее. Он говорит, что в процессе все научимся. В том-то, говорит, экспедиция тоже уникальна. Ну и украсил Иркин Питерский, да. Очень близко есть. Можно следующий слайд. Вот это статья первая с описанием Якова Сальникова. Он одно время жил в Павловске, получается, и человек, который открыл остров Столбовой, остров Адеевский, и указал, вот справа можете прочитать, да, что Сальников с Новой Сибири видел на севере землю с высокими горами. И дважды туда пытался пробиться, но не пускала полыния. И самое интересное, да, вот эту статью, вот здесь слева, да, на левой странице можно посмотреть, что штамп библиотеки это американской. Американцы, которые через 70 лет после Якова Сальникова открыли землю, они об этом знали или подозревали, изучали его труды. Следующий можно слайд?
И Яков Санников, да, у которого эти песни есть, там фильмы снимаются и так далее, мог видеть только остров Бенета, смысл высокий, вот на Новосибири. Там только один остров. И у меня есть задумка, конечно, доказать, что это он именно видел, потому что по описаниям, гористости, по размерам и так далее, ровно совпадает с Бенета. Есть прецедент такой, что не так давно летчики летели над Ледовитым океаном, увидели новый остров. И начали спорить, кто его увидел. Я там стали говорить, и остров назвали Я. И получается, они же на бой не вступали туда, указали его координаты. То же самое сделал Яков Санников на этот остров. И у меня, конечно, есть предложение как-то добиться того, чтобы острову дать справедливое название «Земля Санникова». Поэтому с участием местных жителей были проведены очень огромные, скажем, приобретения для Российской империи. Не понял. Она сказала, когда ночью будут звать люди, смотрят, не торопись выходить из палатки. Я думал, как может быть там? А когда мы проходили пролив Санникова, мы понимали, что попадем в шторм. Вернуться назад очень далеко, земля Бунгена, скажем, очень мелко там и глинистая. Если ветром задует туда, там, на полкилометра занесет на этот остров, потом вода уйдет, и еще мы окажемся на суше. Укрыться там очень сложно было. И поэтому мы посоветовались и решили все-таки пройти через пролив Санника напрямую. И где-то нас километров около 40 должен догнать шторм. И вот когда шли по этому шторму, еще ждали, когда в тень уйдем от острова, ветер очень сильный был, да, и я смотрел, что-то у нас скорость повышается и так далее. Оказывается, вот Элькин с Серафимом там сидели и на большой волне старались спуститься по склону, вот как серфинг делают, не прямо так, а вдоль склона. И тогда наше судно набирало большую скорость, но было темно, брызги, и там хорошо, что не было там каких-то льдов и там каких-то сплавин. И у нас же очень, все крепления были сделаны на веревках, чтобы игра вообще не сломалась. А когда дерево трется об дерево, она издает всякие звуки разные. И много суток уже не спали, шторм-то. И мне во сне показалось, что кто-то зовет. Я вскочил, думал, кто-то, может, упал за борт. Хотел выскочить на палубу и вспомнил, что Эдитё рассказала. И пересчитал ребят, кто там. Раз, 5 человек спят, двое выглянул, двое на вахте. Катамарана до Бенетта, не имея морского опыта, нас это тоже подвигли в города Анадыря. Если ребята пошли, то мы не сможем пройти. И слава Богу, мы здесь стоим, и все прошло благополучно. И вот... А Валерий меня знаете, что значит судьба такая. Не дури. Разговор такой был первый год. А потом спрашивал нас, Сергей поставили. Да, я говорю, ребята, вам необходимо по канонам российского флота обязательно встретиться с нашим владыкой и взять на путь этот, чтобы он благословил. Экспедиция островного Сибирского архипелага в этом году
вот это новое, свежее, 25-го года. Каждый год мы издаем заповедник книги. По ботанике у нас очень много книг. Большое спасибо. Подвиг совершен, да, ребята? Но это должно отметиться. И вот Академия наук приняла решение наградить золотой нашей медалью, памятной такой специальной медалью Николая Александровича, да? Мы недавно его изготовили. Очень большая медаль, но мощная шея нашего Николая Александровича Находкина выдержит, наверное. Вот такая медаль. Я еще не видели. Здесь слова, да? А здесь медаль Академии наук. Она большая, как Нобелевская медаль. Ага. Вот здесь на центр пойдем. Федеральную российскую награду представить. Я так думаю. Я тоже голосовать. Кто за это, прошу голосовать. Кто за? Так, кто против? Нет, кто воздержался? Принято единогласно. Значит, протокол оформить и представить надо. Здесь у нас есть люди очень такие знаковые. Парламент нашей республики представлен, видим, моего однофамильца Владимира Афанасьевича Семеновича, да? Он тоже, наверное, поддерживает Владимиру, понимает, да, друг друга. И Ельтумен поддерживает, да? О, да. Ясно, тогда мы всей команде желаем здоровья, успехов и новых подвигов, новых открытий. Я недавно был в этом географическом обществе московском, вот совещание РАН было общественное, и там в магазин заходил, думал, книгу куплю, может, там есть, да? Нету книги пока, но после презентации, наверное, но там очень украсит эта книга именно даже Москву, мне кажется, Лубянку. Организациям, которые спонсировали такую необычную экспедицию. Это наш ЛОРП, это Саханнефтегазбыт, авиакомпания Якутия, Полярные авиалинии, ну и многие другие. И спасибо своей команде, говорю, желаю им успехов, удачи и всем вам, кто в такой морозный день пришли нас поддержать. Огромное спасибо. Көрдірен қарақпыты болттан, онда баны ұлы қарқы төхәрен дөңгілдір. Ұрыққы бейдіне 9 жылы бұғаны шәліктағы Уластабыллах Николай Александрович бет жан бартын бағылан көйлән хаттағады. Онда кімге әрін еқпіті бұл бейдіне спасатель бұғытынан, жан да бұғытынан оңыртау ке идеятығар. Онда солтатын бартын өйден тұран bir risk buldады. Onu bartın sınavlar kayan Nikolay Alexandrovich meynağa onur tuğu bu vakti borstoydu ödete hata takka ellikitin boluq aljarqayı. Ola borstoydu takkada borstoydu nahaş leyf onu mandık debekki onna vulkan ehnağına 5 yılındı. Ol beynetta teritoriyata bilin toğuqtular. Bu sılga где-то üst eykurduk olan ağa sudular. Borstoydu takka onna vulkan 5 yıldan vulkan ehnağına 100 metrelak balda kalen tiksiga gelip 1 metr kutuk atçağa, но 1 metr tiksini yukarı Нижнянский бардын улам бия. Ondan эти 5 yıl егер спокойно болды. Ол болбатын гына, болар түгенигер даганы. Болар түгенигер даганы сесма датчиктер туры булакны бир спейдан жону эвакуациялан берип турса. Историяга кирдак битте. Сейчас нам не стыдно вот Замутыгар, Олабытыгар, Сеннебитыгар, Калан-Каланы. Чуть-чуть поюжнее, потеплее, честно. Уже писателю. Давай, Саныч, держатель для книг. Нету идти на катамаране, это было что-то. И вот поэтому мы, как говорится, ну я ему говорю,
возьми меня. А он честно признался. Там, во-первых, мы женщин не берем, а во-вторых, там нужны вот такие ребята. Ну, как говорится, я не знала, что они не награждены-то. Я-то думала, уж гражданская-то доблесть у них в руках. Нет? Вот. Еще не Это поэтому Леонид Владимиров очень хорошо сказал, что надо их наградить. Это же такая экспедиция, которая не повторится еще не знаю сколько лет. Призрачно все.